Всем привет, дорогие друзья! Всех приветствую на своем канале. С вами Астарта Сантия, и мы делаем расклад на недельку для дам на игральных картах. Неделька у нас с 15 по 21 июня. Как обычно, нужно выбрать свой вариант. У нас нет цифр сегодня, у нас здесь камни, горный хрусталь, розовый кварц и нефрит. Сосредоточьтесь, отключите внутренний диалог, подумайте о себе, либо о той даме, на которую вы смотрите, и выбирайте свой вариант. Переходите по тайм-коду. Напоминаю, что все новинки есть в описании, в инфоблоке. Кому интересно, ссылочки на последние расклады там же. Итак, первый вариант. Дама Бубновой, смотрим вас. Партнером назначила короля Трифового. Заходите вы в период, получили вы какой-то большой, крупный, нечаянный интерес, но как-то это вас злит и раздражает. Также в ранней дороге у вас был ваш партнер король Трифовый, и некий король Червовый к вам тоже со своими любезностями. Любезности эти связаны либо с дальней дорогой, либо с вашим совместным будущим, с неким королем Червовым. Король Червовый — это может быть друг, брат, сват, родственник, коллега по работе. В общем, все, что, какие отношения вас с ним связывают, то, в общем-то, он хлопотал за какие-то ваши совместные дела, связанные опять же с будущим, да. Также король Трифовый, ваш партнер, у вас было с ним свидание. Здесь также король Червовый собственной персоной, тоже была с ним встреча, свидание, и ваш партнер король Трифовый к вам со своим интересом. Итак, дама, на сердце вы содержите какую-то злость, раздражение, либо какие-то сплетни, новости неприятного, некрасивого характера. Под сердцем у вас собственные хлопоты. В голове ваши чаяния и надежды, и разговор с вашим партнером королем Трифовым. В ногах ваш партнер король Трифовый к вам со своими хлопотами. И также была у вас встреча, свидание и разговор с неким червовым королем. Что было? Червовый король был к вам со своими хлопотами в ранней дороге, но на это дело вы очень сильно злились, раздражались, прям вот очень. Злость здесь большая. Также, что у нас было? Червовый король был к вам со своими чаяниями и надеждами, к вашему интересу. И вы, знаете, тоже не без интереса к червовому королю. Также в прошлом могли получить какие-то денежки, достаточно крупную сумму, либо какие-то бумаги важные для вас, денежного, финансового характера, и переживали за интерес вашего партнера, короля Трифового. Ну и ваш партнер был к вам тоже со своим интересом. Что будет в будущем? Получите вы через свои любезности какие-то новости, либо какие-то бумаги, важные для вас. Вот оно. Но за это все дело будете сами хлопотать, будете сами трудиться, будете сами действовать, в общем-то, прилагать усилия. Также в будущем ваш партнер король Трифовый к вам со своими любезностями и со своими чаяниями и надеждами. И ближе к концу периода здесь король Червовый с собственной персоной, либо у вас будет совместная дорога с этим королем Червовым. Некая, это может быть командировка, либо совместная поездка, в общем, здесь все что угодно. И основная линия недельки у нас получается дети соседские у нас здесь играются, потом прошу прощения. Основная линия недельки, смотрите, как интересно. Разговор с вашим партнером королем Червовым, прошу прощения, с королем Трифовым, конечно же, вот, и некий король Червовый к вам со своими любезностями. И если вы вхожи в его дом, то это его дом. Если нет, то он просто к вам очень и очень расположен. И если есть в отношениях третье лицо, у некоторых, не у всех может проиграться, но у некоторых вполне, то у вас двое мужчин на этой недельке будут занимать главенствующее место. Итак, для вас ваш партнер, король Трифовый, разговор с ним, и король Трифовый к вам со своим интересом. Опять же, некая дальняя дорога, либо совместная поездка, либо совместное с ним будущее. И ваш партнер к
к будущему, либо к поездке тоже со своим интересом, то есть он заинтересован. Для дома вы со своим интересом и получите в дом какие-то новости, либо бумаги финансового характера. Но тут, так как это расклад на недельку, это могут быть счета там за коммунальные услуги, тут элементарно. И вполне можете за это дело все переживать, за некие бумаги, и плохое самочувствие тоже тут может быть. На сердце вы содержите себя, ваши любезности, ваши хлопоты и чаяния и надежды вашего партнера, короля Трифового. Что было? Встреча, свидание, разговор с неким червовым королем. Что будет? Червовый король и ваш партнер, король Трифовый, чем-то он вам не угодит. Будете на него злиться, раздражаться, либо он принесет вам какие-то новости, известия неприятного, некрасивого характера, либо какие-то сплетни. На пороге что будет вот-вот? Ваш партнер, король Трифовый, к вам со своими хлопотами, и некий червовый король тоже к вам со своими хлопотами. Но успокаивайтесь вы любезностями вашего партнера, Трифового короля. Вот такой расклад вышел на недельку для дам бубновых, для первого варианта, для всех тех, кто выбрал камень горный хрусталь. Я желаю вам любви, благополучия, процветания и, самое главное, конечно же, здоровья. Любите, берегите, балуйте, цените и заботьтесь о себе и своих близких. С вами была Астарта Сантия. Ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всех еще раз благодарю и перехожу ко второму варианту. Итак, второй вариант для всех тех, кто выбрал даму Трифовую. Партнером назначила вам короля бубнового. Заходите вы в период с каким-то большим нечаянным интересом и собственными хлопотами. Также в ранней дороге было какое-то плохое самочувствие и раздражение. Ну, вот что-то было все не так и не то, но бывают такие периоды. И были какие-то переживания, эмоции, скорее всего, приятные. И были бы к этим эмоциям, переживаниям с интересом, и были, я бы сказала бы, какая-то радость была однозначно. Либо исполнились ваши планы, либо реализовалась какая-то мечта. Но вот радовались вы и, в общем-то, были в неком восторге. Итак, дамы, дорогие, на сердце у вас некие новости, либо как некие важные для вас бумаги. Под сердцем ранняя дорога некого червового короля. Кто это, решать вам? Друг, брат, сват, либо третья сторона в отношениях. Но я думаю, если таковая имеется, то вы об этом точно знаете. И предполагаете, да, что все-таки эти карты могут выпадать и за его сторону. Вашего партнера, короля бубнового, здесь мы не наблюдаем. Значит, на этой недельке он будет где-то на постороннем каком-то плане. Здесь какие-то другие дела, о которых сейчас я вам расскажу. И, скорее всего, я вот склоняюсь к тому, судя по картам, что все-таки у многих может проиграться, что король червовый — это третья сторона в отношениях. Почему? Потому что в голове, смотрите, вы со своим интересом к королю червовому, и король червовый к вам со своим интересом. Вот такая пара карт, она всегда показывает близость, некие близкие интимные отношения. Поэтому не у всех, но у многих может так проиграться в мыслях. Ну и сам король червовый собственной персоной, либо его дом, если вы вхожи в его дом, у вас в голове, в ногах. Был у вас разговор с самой собой, такой пустой разговор, то есть никакому решению, никакому общему знаменателю вы лично, дамы дорогие, не пришли. Но что-то думали, анализировали, строили планы, но пока безуспешно. Что было? Получили вы какой-то большой, крупный, нечаянный интерес за свой дом, за себя и за свою любовь, за свои любезности. Также какие-то были хлопоты, связанные с деньгами, с финансами, но на все это дело вы злились, раздражались. Не получается все так, как вы хотели, хотите, либо планировали. Также в прошлом
червовый король был к вам со своим интересом, и вы получили какую-то крупную большую сумму денег, либо на финансовые документы. Либо еще может так проиграться, что этот червовый король вам помог деньгами, и сумма была такая достаточно приличная. Что будет? Будет у вас свидание, встреча с этим червовым королем, и он к вам со своими хлопотами. Также здесь какие-то переговоры, разговоры, встречи, деловые, финансового характера, либо какие-то социальные ваши дела. И также будете вы переживать за себя, за свои хлопоты. Вот. И основная линия недельки. Вот она. Некий казенный король. И разговор у вас будет с червовым королем. Вот он. Через либо за ваши чаяния и надежды. Но к этому червовому королю вы относитесь довольно-таки благородно и благосклонно. И, в принципе, основной, главной линией недели, да, будет именно отношения и встречи, разговоры, переговоры с этим самым червовым королем. Для вас совместные хлопоты с червовым королем и ваш дом. Для дома будет у вас разговор, опять же, с самой собой. И в дом придут, опять же, какие-то документы, либо известия. На сердце вы содержите интерес червового короля, он к вам со своим интересом. И были у вас, либо будут разговоры за деньги, за финансы, либо разговоры какие-то социальные, там, где вы вот обращаетесь, может быть, это деловые, может быть, это рабочие моменты, может быть, это просто какое-то общение в социуме. Вот все это вы содержите на сердце. Либо, опять же, да, я уточняю, что может быть и вопросы касаемо денег, материального характера. Дальше, что было? Здесь у нас прямая. Некий казенный король в казенном доме и червовый король. Что будет? Хлопоты за деньги, за финансы, за финансовые документы. Все это в ранней дороге. И опять же могли в ранней дороге получить, точнее получите, да, это у нас будущее, что будет? Получите, скорее всего, от короля червового какую-то поддержку, либо помощь. Если это будут денежки, да, то это вполне такая приличная сумма. На пороге что будет? Вот-вот король червовый, собственная персона, и будет у вас с ним разговор. И успокаивайтесь вы чаяниями и надеждами червового короля. Вот такой расклад всех тех, кто выбрал вариант номер 2 и даму трефовую. Я вам всем желаю любви, благополучия, процветания и, конечно, здоровья. Берегите, любите, балуйте, цените, заботьтесь о себе и своих близких. Я вас всех еще раз благодарю и перехожу к третьему варианту. Итак, третий вариант. Дама червовая партнером назначила короля трефового. Заходите вы в период с некими разговорами, переговорами, связанными с финансами, с деньгами, либо какими-то рабочими разговорами. Также сходите в период каким-то большим нечаянным интересом, который вы получили на работе, либо там, ну вот, где вы занимаетесь какими-то такими вещами, которые вам очень-очень интересны, и они социально активны и адаптивны. И здесь были какие-то еще и пустые хлопоты. Также в ранней дороге было какое-то раздражение на какие-то дела, опять же, рабочего характера. Ну, что-то вас не устраивало, либо раздражало, либо получалось все не так, как вы хотите. Итак, дамы червовые и третий вариант. Смотрим у вас на сердце. У вас ранняя дорога, некая бубновая дама, либо сама эта бубновая дама. Под сердцем у вас свидание с вашим партнером, королем трефовым. В голове у вас вы со своими любезностями к интересу этой самой бубновой дамы. Но интерес этой бубновой дамы вас очень и очень сильно злит и раздражает. В ногах у вас свидание и обоюдный интерес с вашим партнером, королем трефовым. Вот это сочетание карт часто показывает интим, близость, поэтому здесь тоже обратите внимание. Что было?
Вы были со своими чаяниями и надеждами к вашему партнеру королю Трифовому, он к вам был со своими любезностями, и была встреча, свидание с бубновой дамой. Также было раздражение на собственные хлопоты, злость, раздражение, что-то не получается, либо идет не так, как вы хотели, планировали и так далее, либо могли получить через собственные хлопоты какие-то новости, какие-то известия неприятного, некрасивого характера, сплетни. Также ваш партнер, король Трифовый, был к вам со своими чаяниями и надеждами, но вы очень и очень на это дело злились, раздражались. В общем, что-то он вам не угодил, все не то и все не так. Что будет? Будет ваш партнер, король Трифовый, некий казенный король и бубновая дама к вам со своими хлопотами. Также у нас в будущем ваш партнер, король Трифовый, к вам со своими хлопотами в вашем совместном доме, если совместно проживаете. Если нет, то просто он к вам со своими хлопотами. Дальше. Дама бубновая будет в поздней дороге, это ближе к концу периода, либо ваша совместная с ней дорога, либо поездка, вот она, намечается. И основная линия недельки. Разговариваете вы сама с собой, что-то думаете, анализируете, планируете, переживаете за себя. И получили вы какой-то большой, крупный, нечаянный интерес в разговоре с вашим партнером, королем Трифовым. Вот такой расклад. Сейчас посмотрим, что дальше. Итак, для вас ваш партнер, король Трифовый, к вам со своими хлопотами, и вы со своими любезностями к хлопотам дамы Бубновой. Дама Бубновая тоже, соответственно, к вам со своими хлопотами. Для дома встреча, свидание с дамой Бубновой. В этой встрече, свидании, разговоре вы получили какой-то большой, крупный, нечаянный интерес, и теперь за этот интерес будете хлопотать. На сердце вы содержите вашего партнера, короля Трифового, он к вам со своим интересом. И, знаете, здесь на сердце ощущение, что вы содержите, просто переживаете за отношения, за жизнь с ним. Именно с вашим партнером, королем Трифовым. Что было? Ваш партнер, король Трифовый, был к вам со своими чаяниями и надеждами, но это вас злит, раздражает, что-то он не так делает, все не то, все не так. В общем, вас что-то не устраивает. И какая-то дальняя дорога была. Получается, в будущем, скорее всего, вы просто обсуждали в прошлом, прошу прощения, да, конечно же, обсуждали в прошлом, либо ваше совместное будущее, вот оно, это позиция прошлого, либо вашу дальнюю дорогу, будущую, которая будет. Но обсуждали вы это все в прошлом. Что будет? Теперь смотрим позицию будущего. Будете очень сильно злиться, прям люто злиться на даму Бубновую. И смотрите, если вы практик, эзотерик и так далее, занимаетесь какими-то магическими практиками, энергетическими практиками, вполне возможно, что будете заниматься чем-то таким, да, эзотерическим на даму Бубновую вот тут. Либо, если вы, например, гадаете на Таро, то будете гадать на эту даму Бубновую. Вот обратите внимание. Если нет ничего такого магического, эзотерического, то тут просто огромная, большая, лютая злость на даму Бубновую. Что будет на пороге? Вот-вот. Ваш партнер, король Трифовый, к вам со своими любезностями, вы к нему со своим интересом. И также вы со своим интересом к даме Бубновой. В ранней дороге все это будет. Вы успокаиваетесь вы чаяниями и надеждами своими, то есть собой. Вот такой расклад у нас получился для всех тех, кто выбрал третий вариант. Камень нефрит. Я вам всем желаю, конечно, любви, благополучия, процветания, удачи, гармонии и, самое главное, здоровья. Берегите, любите, балуйте, цените, заботьтесь о себе и своих близких. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Увидимся.